Заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан, министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов провел оперативное совещание с руководителями предприятий агропромышленного комплекса и главами сельских поселений. В первую очередь Ильшат Ильдусович коснулся темы развития сельского хозяйства, рассказал о мерах государственной поддержки, оказываемой аграриям. Если в целом по сельскому хозяйству, что нам удалось сделать, конечно, прежде всего, это беспрецедентные меры государственной поддержки. Я вот сейчас смотрел, анализировал последние годы, только на технику и оборудование, то, что мы добавили, 1 миллиард 150 миллионов рублей денег выделено. Сегодня еще где-то около 200 миллионов денег остается, идет активное приобретение техники. Вот мои поездки, мы с многими с вами общались, вот все, что просили, мы на процентов 90 исполнили сходу, включили субсидирование. Весь смысл субсидирования — это когда мы не просто идет раздача денег, а для того, чтобы уменьшить такую нагрузку на килограмм продукции, килограмм молока, килограмм зерна, килограмм сахара и так далее. По растениеводству это высокая маржинальность, это масличные, бобовые культуры. Я думаю, кто в этом году рапс сеял, прекрасно на себе почувствовал, что это такое. Сегодня весь жмых мы уже продали, покупает Польша, Латвия, Литва, Германия. Вот сегодня, сейчас звонил Якупову, цистерна на загрузке, рапсовое масло наше начало уходить в Европу. Сегодня мы себе ставим задачу довести до 200-250 тысяч тонн рапса. Это мы можем сделать. И вот цена вполне нормальная сегодня. Рентабельность у нас очень высокая. Кто этим занимался, все прекрасно поняли, что это такое. Дальше мы не прогадали с горчицей. Кто горчицу продавал, последние цены сказали, что, не все, конечно, показывают. Сказали 36-40 рублей. Нут хорошо пошел. Лен идет неплохо, где-то около 20-23 рублей. Поэтому вот эти культуры, это, как я называю, радость для агронома, и масличные, и бобовые, и на севообороте хорошо. Мы будем на следующий год в разы увеличивать, но добавим еще, наверное, на хорошую субсидию на элитные семена, суперэлиты, элиты и так далее. То есть, чтобы было интереснее выращивать. В отрасли животноводства, как пояснил министр, главный упор делается на крупное промышленное молочное производство. Сделали мы такой шаг очень высокий на уровень. Сегодня в стройке крупные индустриальные молочные комплексы. Первый — это кластер, мы берем Еремикей, Белебей и Бишбуляк. 5 комплексов по 3300 голов. Из 3300 голов 3000 это будет дойные, 2 карусели, 100 тонн молока. Вот каждый комплекс будет давать 100 тонн молока. Это по опыту Воронежа, Липецка и так далее. Это Эконива, Штефан Дюр. Он сегодня в стройке. 800 голов уже заказаны. На следующий год. Если у нас самая большая ферма была 1280 или 1240, то вот здесь сразу на 3000 мы планку взяли. Особое внимание министерство сегодня уделяет подготовке будущих лидеров АПК. Разрабатывается специальная образовательная программа, по которой будут учить руководить и вести бизнес. Мы сейчас еще одну тему запускаем, она достаточно тяжелая будет, это будущие лидеры АПК до 35 лет. Мы специально сейчас собираем молодых людей, это где-то человек под 500 будет, это будем учить современному ведению бизнеса. Сегодня нет такой профессии, как руководитель хозяйства, и нет такой профессии, как глава администрации. Это сложившиеся традиционно опытные люди, которые пришли и работают. Но как таковой профессии нет, никто этому не обучал. Поэтому все, что мы сегодня делаем, мы шаг за шагом сами идем, где-то опыт берем, где-то зарубежный опыт берем. Поэтому вот эти 500-600 детей, скажем, мы их будем в течение 5 лет натаскивать, привезем самых лучших бизнес-коучей, самых лучших крупных руководителей, крупных компаний, мировых, за это мы потратим деньги, но мы все равно наше поколение научим, потому что через 5 лет они как раз все равно придут. Большая часть в республике аграриев через 5 лет уйдут на покой.
просто работать больше некому. Это раз. Два. В первую очередь это будут дети тех, которые сегодня работают руководителями предприятия. То есть семейные ценности, это передача хозяйства по наследству. Вот эту тему мы запускаем. Мы получили одобрение руководства республики. Рустем Закиевич выступал на прошлой неделе тоже по семейным династиям, по семейному бизнесу. Когда я в Германии был, спрашивал у фермера, говорит, а чья земля, вот где мы здесь работаем, я полгода там работал. Он говорит, прадедушка, говорит, у меня владел, говорит, мы до сих пор этой землей владеем. В свою очередь, участники совещания задавали министру волнующие их вопросы, коснулись и мусорной реформы, и возможности получения субсидий на отдельные виды техники, на возделывание высокомаржинальных культур. Алина Хадимуллина, Ренат Хадимуллин, телерадиокомпания «Илиш».